Какие традиции? Ну, во-первых, класс наш был очень спортивный. Спортивные были и ребята, и спортивные девочки. Мы участвовали во всех спортивных мероприятиях. У нас были гимнасты, у нас были легкоатлеты, хоккеисты, футболисты, конькобежцы, лыжники, легкоатлетисты. Мы участвовали во всех спортивных мероприятиях, которые проводились в городе между средними школами, такими ведущими школами, как 12-я школа, 1-я, 12-я, хотя мы были восьмиклассники. Дальше в художественной самодеятельности мы участвовали. У нас был хор девушек, участвовал во всех мероприятиях городских. Была у нас прекрасная художественная самодеятельность, был драм-кружок. Замечательный драм-кружок. И, кстати, вот с этого года начались проводиться пушкинские вечера на тему Пушкина. Даже мы выезжали в села со своими спектаклями. Но у нас зарождалась комсомольская организация, образовался комитет комсомола, стали поступать в комсомол. Потом, значит, образовался учком. Председателем учкома была тоже наша выпускница Крылова Лида. Это тоже как бы общественная организация, которая занималась учебой. Вообще вот комсомол как влиял? Ну, он очень дисциплинировал, кстати, нас. Очень дисциплинировал. Я вот ничего не нахожу плохого в том, что я была комсомолкой. А люди хотели в комсомол? Хотели, это было почетно. Это было почетно. Тот, кого долго не принимали в комсомол, он считался, ну, как бы ущербно, что ли, ощущал небольшую. Потому что 14 лет подходило, и надо было принять его в комсомол в школе, а потом еще идти на городской комитет комсомола. Это было очень серьезное мероприятие. А что нужно было сделать, чтобы взяли в комсомол? Ну, во-первых, хорошо учиться, должна быть достаточно дисциплина и, конечно, устав, это уж точно, устав ЛКСМ. Вот. Участвовать во всех общественных мероприятиях. Во-первых, это знания. Знания были очень прочные, у нас были прекрасные преподаватели. Ну, хотя, конечно, может быть, математика, да и математика нужна при поступлении в институт, и физика нужна. Прекрасный преподаватель математики Юлия Степановна Кудинова. Прекрасный физик Генрих Васильевич Канов, о котором я говорила, и который участвовал и занимался очень много с нами. Мне кажется, вот школа все-таки, литература. Школа дала знания. Мы же сдавали экзамены, когда поступали в институт. Мы сдавали 9 экзаменов в школе, выпускных, и потом в этот же год сдавали 4 экзамена поступления в школу. Я все сдала экзамены хорошо. То же самое английский. Хотя вот английский-то я сдала хуже. Хотя считалась лучшей ученицей.